Крымско-татарского поэта и переводчика Шакира Селима вспомнили в Киеве. В его честь провели литературный вечер. Читали стихи, говорили о жизни поэта и презентовали фильм. Шакир Селим издал 8 сборников стихов. Перевел на крымско-татарский произведения Пушкина, Лермонтова, Шевченко и Мицкевича. На вечере памяти побывали мои коллеги. Это поэма Шакира Селима «Раздумие». Ее читают воспитанники крымской семьи, чтобы смысл строк понимали все на крымско-татарском и на украинском. Эмине и Эвелина после аннексии Крыма вместе с родителями переехали в Киев. Девочки говорят, раздумья Шакира Селима напомнили, как сильно они скучают за родным полуостровом. Рассказывалось о нашей родине, что у нас... всю нашу крымско-татарскую историю нас постоянно выселяли, хотели захватить нас там. И когда мы его читали, некоторые переживания были. Тоска о Крыме. Выступление детей подготовила Анифе Курсиитова, организатор памятного вечера и глава крымской семьи. Организация занимается специализированным школьным образованием для крымских татар. Анифе говорит, для детей важно знать своих поэтов. Моя дочка учится в 3 классе. В этом году она пришла и с такой радостью открыла учебник украинской литературы. И там было стихотворение нашего автора Нузета Умерова. Перевод, естественно. Но это настолько приятно. Это очень важно, очень большая мечта, чтобы не только в крымстатарских учебниках, в учебниках Украины были стихи крымстатарских поэтов. Потому что, на самом деле, поэзия, история очень богатая. 10 апреля Шакиру Селиму исполнилось бы 75, но болезнь забрала его 9 лет назад. В 2-летнем возрасте Шакир вместе с семьей был депортирован из родного Крыма. Всю жизнь поэт собирал и восстанавливал язык и литературу крымских татар, которые были практически утеряны за время депортации. Экс-глава Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев был лично знаком с поэтом. Поэтому в Меджлисе, он же был членом Меджлиса, он возглавлял комиссию по развитию и сохранению крымско-татарского языка. Очень такой мужественный человек. Даже в тяжелом состоянии все время у него в голове были, как прошло заседание, какие вопросы обсуждали. А это кадры из фильма о Шакире Селиме. Его историк Гульнара Бекирова подготовила вместе с каналом АТР. Гульнара говорит, Шакир Селим – современник крымско-татарской литературы, поэтому надеется, что в ближайшее время творения поэта будут переведены на украинский язык. Он такой был, знаете, поэт, который такой эпический, настоящий. Он писал поэмы, поскольку крымско-татарский язык там почти полвека не развивался. Вот он был один из тех немногих людей, кто владел в совершенстве литературным крымско-татарским языком. Вот эти произведения должны дойти до украинского читателя. Андрей Хоменко, Виктория Блязова, Юрий Анисимов. Новости ЮА.